Только за этот год на территории республики зарегистрировано 29 дорожно-транспортных происшествий по вине автолюбителей со стажем вождения меньше 2 лет. При этом погибли 6 человек и 43 получили травмы различной степени. Госавтоинспекция отмечает, что за текущий год из 18,5 тысяч сдававших экзамен по теории с первой попытки сдали только около 5,5 тысяч человек. Практику из 12 тысяч сдававших только 2 тысячи. Такая статистика, к сожалению, свидетельствует о том, что в настоящее время уровень подготовки в якутских автошколах остается низким. А в целях повышения качества подготовки водителей транспортных средств 16 августа текущего года состоялось совещание с участием Министерства образования и прокуратуры Республики Саха-Якутия. По результатам совещания было принято решение проверить учебно-материальную базу на предмет соответствия учебно-транспортных средств, мастеров производственного обучения и преподавателей. В республике подготовку водителей осуществляет 51 учебная организация. Мы обратились в одну из автошкол города для того, чтобы узнать, в чем главная ошибка начинающих водителей и хватает ли курсантам времени на практику, чтобы чувствовать себя уверенно на дороге. Ученику дается 25 занятий, 10 из них на автоплощадке, здесь 15 по городу. Курсанты обычно здесь ошибаются на параллельной парковке. Гараж не включает указатель поворотника, ручник. По городу у нас основная ошибка на круговых движениях. Сами курсанты считают причиной завала экзамена невнимательность. Причем, если на площадке автошколы практический экзамен им дается легко, то на дороге в присутствии сотрудника госавтоинспекции появляется волнение. Я не заметила знак дорожных работников. Временные дорожные работы были на дороге, я не заметила знак. И проехала на скорости 40 км в час, а надо было на 20 поехать. Самое сложное, что мне говорят инструктора и другие курсанты, это кольцевые, все на них ошибаются. И забывают перестраиваться, например, слева и на правую, когда надо выехать. Как показывает печальная статистика, погибших в автоавариях по вине начинающих водителей стало на 600% больше, чем в прошлом году. Госавтоинспекция призывает автомобилистов, независимо от стажа вождения, быть внимательнее на дороге, а профессионалов быть терпимее к водителям транспортных средств со знаками «Начинающий водитель» и «Учебное транспортное средство». Мария Кардашевская, Григорий Хлопков, Якутск.